Об острой проблеме сохранения родного языка в Ингушетии говорят еще с момента возвращения народа на Кавказ после 13-летней жизни на чужбине. Но с годами вопрос буквально стал ребром. Интернет, телевидение, школа и в конце концов глобализация. Все эти факторы перетянули ингушей, как и многие другие народы, проживающие в России, на русский язык. Сегодня каждый субъект постепенно возвращается к своему этносу. Политика страны нацелена на то, чтобы сохранить многообразие народов, населяющих Россию. Недавно этот вопрос обсуждали на встрече депутатов с филологами и писателями. По инициативе народных избранников был создан научно-консультативный совет по ингушскому языку и литературе. Исаак Адзоев сегодня один из самых активных пропагандистов родного языка. Писатель с большим энтузиазмом принялся за работу в составе нового совета. Беглое чтение незнакомого текста практически невозможно при современной графике. Вот стоял вопрос об унификации этой графики. Но до сих пор все это откладывалось, комиссия за комиссией, но результатов никаких нет. Я надеюсь, что на этот раз мы внесем какие-то изменения, которые помогут нашим гражданам легко и свободно читать на родном языке. Легко и свободно на ингушском читают далеко не все. Специалисты уверены, все дело в том, что современные авторы используют многие слова хаотично, придавая им новый смысл и неточный перевод. Чтобы появилась единая база и понятие об ингушском языке, и создан рекомендательный орган. В составе совета 22 человека. Писатели, депутаты, журналисты, заслуженные учителя. Это люди разного возраста, но все они борцы за сохранение родного слова. Итак, первая цель комиссии – орфография. Каждый, кто пишет, пишет по-своему, отходя от ингушской орфографии. Поэтому с этой целью, чтобы избежать, чтобы искоренить такой разнобой в правописании, мы решили создать такой совет. У действующей комиссии по ингушскому языку при правительстве региона полномочий больше. Именно она может официально вносить правки в язык. А созданный совет будет разрабатывать актуальные программы и рекомендовать комиссии внести эти изменения. Работы у лингвистов впереди немало. Идут споры, дискуссии по орфографии нашего языка, то есть правописание, слитное, раздельное, звуки, буквы, даже уже по поводу алфавита ингушского языка и так далее. Собравшиеся уверены, начинать надо со школы. К слову, учебные пособия по ингушскому языку и литературе не переиздавались уже 5 лет. По действующему законодательству учителя просто не имеют права работать с такими учебниками. Работа в этом направлении тоже активизировалась. 1 сентября этого года ингушские школьники получат новые книжки. С 1 по 14 по 4 классы – это начальное филологическое звено, начальное образование. И где-то попозже, наверное, уже подключатся 5 и, возможно, и 7 классы. В рамках первого заседания члены Совета обсудили такие вопросы, как отсутствие в регионе литературных критиков, возможность лицензирования всех изданий, которые выходили последние 2 десятилетия, развитие детской ингушской литературы и популяризация родного языка среди молодежи. Комиссия серьезно настроена повысить уровень национального образования. Зарема Ивлоева, Султан Бугучев, Новости 24.